Отправляясь в командировку или путешествие, мы, как правило, ищем прогноз погоды в интернете. Смотрим, какая погода в начальной точке маршрута и что ждет нас в пункте назначения. Но для того, чтобы самолет вылетел в рейс, по расписанию ежедневно проводится большая плановая работа. Что видят за символами снежинок и дождя работники аэродромной службы в Мирном, узнавала Тамара Бессмертная. 14:50. Ангара заходит точно по расписанию. Красиво, легко и кажется, что в этом такого, что летное поле вовремя подготовлено к посадке. Однако именно весенний сезон с его неустойчивыми температурами, оттепелями, дождями и внезапными морозцами самый горячий для аэродромной службы. Начальник службы Сергей Корунец четверть века на летном поле и даже в свой 50-летний юбилей правилам не изменяет. Сейчас действительно, вот вчера мы все наблюдали такую погоду, когда пошел снег мокрый, все начало таять, потом резкий переход в ноль и на полосе образовался гололед. Нам удалось вчера удержать аэродром. Эффект запотевшей бутылки – это не напоминание о юбилее, а термин, который говорит о перепаде температуры и внезапно появляющейся изморози. Особенно влияют перепады температуры, когда, допустим, с минус 40 воздух потеплел, допустим, до минус 20, а полоса, бетон остыл, он минус 40. Мы это называем эффект запотевшей бутылки. Две машины, Шмидт и Бошенко, работают над тем, чтобы аэродром не закрывать по причине изморози. А вот избавиться от слякоти, лишней воды и гололеда помогает ветровая машина. Есть еще тепловая, которая сушит полосу. Проверяет частоту полосы, то есть коэффициент сцепления так называемой телегой. За счет разницы диаметров колес датчик растягивается в зависимости от того, скользко на полосе или не скользко. Вот в этом отсеке установлен датчик усилий, который преобразует механические усилия в электрические. Весной аэродромная служба работает и ночью. А все для того, чтобы к утреннему открытию аэропорта летное поле было подготовленным.